Меж тем гигантский жгучий сорняк захватывает, да и по сути уже захватил столицу Коми. Ежегодно борщевик увеличивает территорию распространения. Ему пытается противостоять столичная мэрия, но как-то больше на словах. Местная пальма, как борщевик еще называют, настолько стала привычна, что про нее уже и песни слагают. С народным творчеством познакомилась Дарья Вологжанина. Марья-Моль уже давно не символ Коми, как и всем известный некогда Качасиньяс. Песни про луговые цветы уже не так актуальны. Вдохновляет на творчество исполнителей теперь символ бесхозяйственности, который стал частью нашей жизни – борщевик. Я вырос. И борщевик вырос, между прочим. Его стало больше в нашей республике. И в какую бы ты сторону ни поехал из города, из Сыктывкара, то вот тебя будет сопровождать это едкое растение. Песня призвана привлечь внимание на эту проблему. Да, она с позитивом, она с приколом, с юмором, но так или иначе она о том, что волнует, о том, что мы переживаем об этом растении, и, безусловно, нужно что-то делать с этим. И действительно, улицы Сыктывкара утопают в агрессивном сорняке. Его можно встретить не только на окраине, но и в самом центре столицы Коми. Городские власти пытаются бороться с борщевиком с помощью скашивания и химии. Успехов особых нет. Подвести итоги антиборщевичной кампании мы решили с Александром Бачуринским, борцом с Коми-одуванчиком. Это сыктывкарское местечко Чит, выжженная земля, пожелтевший лист борщевика – результат обработки гербицидами. Здесь мы видим, что молодые растения все равно всходят, зеленые, потому что растения генеративные защитили своими листьями широкими вот эти маленькие растения. И на будущий год здесь снова, конечно, будут всходы. Насколько они будут массовыми, это мы посмотрим. Но вот здесь они пытались создать иллюзию, и после гербицидной обработки еще и обрезали для чего-то стебли растений борщевика сосновского. Сегодня площадь распространения борщевика сосновского в Сыктывкаре почти 76 гектаров. За сезон мэрия планировала вытравить его гербицидами на 62 гектарах. Трави не трави, мало или поздно на этом месте будут новые всходы. Поэтому, говорит Александр, надо землей заниматься, вспахивать и засаживать. Это один из эффективных способов избавления от борщевичных лесов. Смысл в таких обработках монозарослей я не вижу, потому что это считается лоскутная обработка. Вот дальше мы, если переведем взгляд свой, мы видим, что там вот растения процветают, уже даже не процветают, а выделяют, бросают свои семена. Поэтому я считаю, что нужно сконцентрировать свое внимание на одиночных растениях и сохранить еще свободные от заражения территории борщевика сосновского. Сыктывкарская окраина, местечко лесозавод. И та же картина – плантации местных пальм. Будьте уверены, урожай в этом году будет знатный. Еще несколько лет назад такого здесь не было. Если бездействовать, то через год борщевика в лесозаводе будет в 2 раза больше. Как раз в слове «борьба», мне кажется, и кроется вот эта проблема. Потому что нам нужно на сегодняшний день лишь остановить распространение борщевика сосновского. Поэтому надо понять физиологию растения, как оно размножается и как захватывает территории. И вот я предложил съемку вот здесь именно потому, что вот этот участок еще 5 лет назад здесь было всего 2 или 3 растения. На сегодня мы видим вот такую заросль, небольшую еще пока. Отсутствие стратегии по борьбе с ядовитым захватчиком – главная проблема городских властей. Заранее подготовиться и вовремя уничтожить. Тогда, возможно, и результат будет. Администрация это вспоминает о борщевике, когда он уже начинает расти. А во время весенних субботников они как бы про него забывают. Они начинают с того, что сгребают листву, и сгребают эту листву весь город. В парковых зонах и абсолютно не уделяя внимания. Хотя в это время весенний, в мае, там, в конце апреля, еще в начале июня, его легко можно выкопать лопатой, высушить, не перевозя на большие расстояния, как отходы.
Поэтому нам нужна стратегия, как я еще раз сказал. Стратегия, чтобы каждый элемент в системе понимал свою суть, что он должен делать. Самый бесполезный способ борьбы с гигантским сорняком, твердят специалисты, – кошение. Новые всходы борщевика вновь проклюнутся уже через неделю. Сыктывкар от этого способа еще не отказался. Город тонет в опасном сорняке. И в борьбе с зеленым гигантом городские власти явно проигрывают. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган.